Современные внешнеполитические вызовы, проблемы и задачи, стоящие перед Абхазией. Дискуссия объединила абхазских и российских политиков, общественных деятелей, военных. Руководитель Россотрудничества Вадим Чеха затронул тему некоммерческих организаций и их роль в контексте политики. В своем докладе он подчеркнул, что Абхазии важно сохранить традиционный уклад жизни, который может противостоять любым воздействиям извне. Меня, допустим, как преподавателя, как доктора наук, всегда восхищает, когда я в школу захожу или в университет, сразу все дети встают. Просто до сих пор, 3 года здесь живу, неудобно, как-то не могу привыкнуть к этому. Но это, тем не менее, показатель такой культуры традиционной, высокой культуры. В этом смысле деятельность любая извне не должна вторгаться в эту культуру. Она не должна трансформировать ее, как-то подвергать сомнению. И более того, для молодежи, для молодых людей усвоение этих норм традиционной культуры, оно является защитой от внешних каких-то манипуляций. На конференции также обсуждались вопросы безопасности Абхазии и наращивания военных сил Грузии. В своем докладе офицер Генерального штаба Вооруженных сил Республики Баграт Дармава отметил, что США стремится к долгосрочному закреплению военного, экономического и политического влияния в Черноморском регионе, а Грузию рассматривает как партнера-проводника своих интересов. При непосредственном участии американских специалистов разработаны концепции национальной безопасности, стратегический обзор обороны, национальная военная стратегия, ежегодник видения министра обороны и другие доктринальные документы, с опорой на которые формируется внешняя политика Тбилиси, ведется строительство вооруженных сил и организуется сотрудничество с Вашингтоном в оборонной сфере. С подписанием в январе 2009 года Хартии о стратегическом партнерстве межгосударственные отношения вышли на новый уровень, а США в том числе взяли на себя обязательства по модернизации грузинской армии и повышению обороноспособности страны. Рассматривая НАТО в качестве главного гаранта национальной безопасности, Тбилиси целенаправленно наращивает с ним военное сотрудничество. При этом отношения между Абхазией и Россией были охарактеризованы как дружественные, руководствующиеся принципами взаимного уважения, государственного суверенитета и территориальной целостности, а также мирного урегулирования споров и неприменения силы. По плану Министерства обороны России подразделения Вооруженных сил Республики Абхазия совместно с подразделениями 7-й военной базы в период с 21 сентября по 26 2020 года военнослужащие приняли участие в практических мероприятиях в ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020». Целью учения явилось проведение учебно-боевых действий по отражению агрессии от вражеских настроенных государств и уничтожению условного противника на территории Республики Абхазия. В ходе проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» были отработаны элементы высадки морского десанта на территории полигонов. В маневрах приняли участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники. На конференции присутствовал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Он подчеркнул, что обороноспособность республики – одна из приоритетных задач руководства страны. Конечно, такого не хотелось бы говорить, тем более и видеть. Но с учетом обстоятельств мы эту тематику на самом деле уже слышим и знаем, и они все больше и больше становятся обсуждением, поэтому придаем тоже этому особое значение с точки зрения финансового обеспечения и подходов к обороноспособности нашей страны с точки зрения ресурсного обеспечения, финансового, ресурсного, неважно. В этом, то есть, это тоже задача такая ключевая стоит у государства. Участники форума обсудили проблемы и задачи, касающиеся информационной безопасности республики. Сошлись во мнении, что Абхазии нужно вести более продуктивную пропаганду национальных интересов республики. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.